Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня замечательный день, 4 сентября, начало осени, утро, солнце. Ну что может быть лучше? Начинать утро в нашей компании. Светлана Зунарева, Влад Портнов. Сегодня вас ждет, как всегда, много интересных и полезных тем. Не откладываем в долгий ящик и приступаем. Представители восточного кино, делегации из Голливуда и звезды российских экранов. Кто пройдет по звездной дорожке Казанского фестиваля мусульманского кино? Чай по-татарски. Каковы национальные особенности самого популярного напитка в мире? Классика жанров. В каких случаях обязателен классический мужской костюм? В казанских школах 1 сентября за парты сели 128 тысяч школьников. В новые школы на улице Минской, в жилых комплексах Светлая долина и в Салават-Купере пришли учиться 3000 детей. В политехническом лицее 182 в Салават-Купере представлено инженерно-технологическое, физико-математическое, спортивное направление. Будут работать музыкальная школа, театральный кружок и спортивные секции. О ходе строительства жилых домов в этом комплексе наш следующий рассказ. Жилой район Салават-Купере продолжает разрастаться. И в ближайшие дни его 7-й квартал, включающий в себя 2 новых дома, ждет своих жильцов. Благоустроенные территории с детскими игровыми площадками уже готовы принять маленьких жителей. Чистовая отделка в квартирах позволяет начать жить здесь и сейчас, и уже в самое ближайшее время приглашать друзей и близких на новоселье. На этом работа в жилом районе Салават-Купере, конечно, не завершена. В ближайшее время будет сдан и 8-й квартал. В этих домах уже ведутся отделочные работы. Совсем скоро и они будут заселены счастливыми семьями. Разговор о жилищном комплексе Салават-Купере продолжаем с заместителем исполнительного директора Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан Джавдатом Саляховым. Доброе утро. Доброе утро, Татарстан. Татарстан. Да. И вот такой вопрос. Расскажите, сколько всего будет очередей у жилого района Салават-Купере? Мы понимаем, каких очередей, да? Это не из людей, а комплекс. Я хотел бы прежде всего сказать, что Татарстан находится среди лидеров по строительству жилых домов. Ежегодно в Республике Татарстан вводится более 2 миллионов квадратных метров жилья. И огромный вклад в этот объем вносит Государственный жилищный фонд. 4-я часть всех домов строится через наш фонд. Ежегодно на строительство этих объектов идет финансирование в объеме 18 миллиардов рублей. На сегодняшний день у нас, большой проект реализуется, это Салават-Купере, все об этом знают. Сегодня идет к завершению строительства первой очереди этого жилого комплекса. Появился в чистом поле большой микрорайон. На сегодня сданы уже 19 жилых домов, это где-то 5276 квартир. Сколько всего запланировано очередей? Вот первая началась. Всего запланировано 3 очереди. Вот первая, я сказал, уже завершается. Вторая очередь у нас это 57 домов. Они тоже уже начаты строительством. Полным ходом идет строительство 7-го и 8-го кварталов. Работает здесь наш испытанный, надежный генеральный подрядчик Акташ во главе Ахметовым Газинуром Абдуловичем. Стройка идет нормальными темпами. В сентябре мы планируем сдать 2 жилых дома уже в этом квартале. Это жилой дом 7-2 и 7-3. Это 340-квартирные большие дома. Кстати, давайте поподробнее про готовность 8-го квартала жилого района и когда начнется строительство объектов в других кварталах. Готовность этих кварталов это где-то в районе 80%. До конца ноября все 10 домов этих 2 кварталов будут сданы в эксплуатацию и заселены нашими соципотечниками и участниками других жилищных программ.
Ну и, насколько нам известно, Госжилфонд при президенте Республики Татарстан привлек к разработке эскизов застройки 4, 5 и 6 кварталов победителя и призеров, чтобы быть точными, первой российской биеннале. Расскажите об этом сотрудничестве поподробнее, Действительно, в прошлом году, 12-14 октября, в городе Иннополис, это наш новый современный город в пригороде Казани, прошла первая российская молодежная архитектурная биеннале. Это фестиваль, творческий конкурс. Здесь в конкурсе участвовало, значит, 370 работ. Были обсуждены зарубежный российский опыт создания комфортной среды проживания, современные тенденции развития городских территорий. На финал вышли 17 творческих коллективов и 11 архитекторов. Хочется отметить, что среди финалистов есть и наши казанские архитекторы. Это, значит, у нас творческая группа Владислава Куликовского и архитектор Анастасия Яременко. В этом фестивале, биеннале, принимали участие наш президент Рустам Нургалиевич и представители федеральных органов власти. Ну, само собой, молодые, амбициозные архитекторы. Вот. Рустам Нургалиевич, ведь он всегда на лету хватает все передовое. Значит, он сразу принял решение, значит, пригласить для разработки, значит, реальных проектов победителей этого конкурса. Это, значит, у нас... Это московская студия «Citizen Москва», архитектор из Москвы Надежда Коренева и архитектурная мастерская из Санкт-Петербурга. Сегодняшний день, значит, эти работы успешно ведутся. Первый и второй этап согласованы архитектурное управление города Казани, они одобрены. Идет, значит, работа к выходу. Вот. Проекты будут применены самые передовые, самые современные достижения мирового уровня. Я считаю, что получится, значит, там это 4, 5, 6 кварталы, это супер современные кварталы для проживания наших Ну, вы жителей. так описали, вот остается только позавидовать жителям, Вот да. те жители, которые там уже живут, работают, они очень довольны. Единственное, там у нас предстоит решить немножко транспортные вопросы. То есть инфраструктура, Школа открыта, детские сады работают, значит, предприятия, торговли, здравоохранения, шаговой доступности, они, значит, размещены на первых этажах нежилых помещений этих домов. Ну что ж, мы тогда желаем вам успешно завершить эту работу, этот проект. И мы уверены, что все получится. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи в работе. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Доброе утро, и мы возвращаемся, чтобы озвучить прогноз астрологов на этот вторник. Овны, сегодня вам будет довольно сложно на чем-то сосредоточиться. Но если вы не будете пытаться объять необъятное, а просто сконцентрируетесь на тех вещах, которые находятся у вас под рукой, дело пойдет быстрее. Тельцам сегодня захочется обойти всех окружающих людей, но едва ли удастся получить над ними преимущество. Несмотря на все усилия, тельцы будут просто топтаться на одном месте, и им будет казаться, что они пытаются подняться по эскалатору против движения. Близнецы, активность в социальной сфере вашей жизни станет ключом к успеху. Пришло время ковать железо, пока горячо. Так что не мешкайте. Амбиции и стремление к новым вершинам – именно те качества, которые вам сегодня пригодятся. Раки, в вашей жизни начинается удивительный период. Все будет даваться вам с невероятной легкостью. Чем бы вы ни занимались, от вас не потребуется особых усилий, чтобы добиться успеха в этом деле. Жизнь подарит множество удовольствий в самых разных сферах. Львы, ваша работа сегодня будет заключаться в том, чтобы организовать окружающих людей, независимо от того, как сильно они сопротивляются этому. Что касается работы, то в этом плане все будет довольно просто, чего не скажешь о личной или домашней жизни. Поэтому постарайтесь еще с самого утра прояснить все проблемные вопросы. Ну вот прямо сейчас.
Девы, начальство прекрасно знает о ваших способностях управляющего. Вот и сейчас оно очень надеется на то, что вы сумеете организовать работу всего коллектива и добиться необходимого результата в короткие сроки. Покажите, что на вас действительно можно положиться. Продолжаем программу. Английский писатель и драматург Генри Фелдинг как-то написал, что счастлив тот, кто считает себя счастливым. Ну а еще трудно спорить с тем, что искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в самых простых вещах. Да, и мы хотим познакомить вас с удивительной женщиной. Она нашла любимое увлечение, через него делает окружающих чуть счастливее. С героиней сюжета я познакомилась во время съемок прямого эфира нашей программы, а сейчас охотно познакомлю с ней и вас. Роза Шафикова, безусловно, счастливый человек. Такие вот коврики я вижу, они подходят и для ванны, в спальню, детскую. Эта пряжа называется ленточная, из трикотажной ленты сделанная. Она вот очень легко вяжется. Очень быстро получается. Можно за вечер связать коврик. Роза Шафикова живет в Бугульме. Выйдя на пенсию, она стала заниматься рукоделием. Это занятие помогает ей преодолевать болезни и недуги. Я уже была на пенсии. Когда это я начала, я поняла, что какие-то вот недуги в нашем возрасте куда-то уходят. Давление уходит, без никаких таблеток. Вот это я поняла. И начала этим заниматься, и даже вот мне это нравится, мне это тянет к этому. Вот. Всегда какие-то задумки в голове у меня. Вот это надо будет сделать, вот это надо сделать. И воплощаю это. Мне нравится. Роза постоянно чему-то учится. Благо планшет и интернет всегда под рукой. Там она и черпает идеи для вдохновения. Правда, конечно же, вносит свои коррективы. Возможно, именно тогда и рождается вот такое чудо. Это одеяло называется «Бабушкин сад». Он шьется из маленьких кусочков. Это вручную шьется. Сначала шаблон делается, а потом друг с другом скрепляется. Мы восстановили в деревне дом и родительский. И вот эти платки остались от мамы. Я их собрала, как бы память о маме. А еще Роза делает вот такие замечательные изделия из бисера. «Все, что сделаю, я дарю», призналась она нам. Весь подарок, сделанный своими руками, особенно дорог и ценен. Мне Всевышний дал вот такую вот возможность. Мне никогда не надоедает. Мне всегда хочется это делать. Минуточку, найду, что-то там сделаю. Одновременно я много вещей делаю. И вяжу, и шью одновременно. Народная мудрость гласит, что счастлив тот, кто может подарить частичку своей любви тем, кто рядом. Будьте счастливы! Сегодня в Казани открывает свою работу форум по межкультурному диалогу под эгидой государственного советника Республики Татарстан, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шариповича Шаймиева. Этот форум важен не только для решения внутрироссийских задач, но и общемировых. В работе форума будут участвовать представители самых разных международных организаций, так или иначе связанных с развитием межкультурного диалога, в том числе и через работу ассоциированных школ ЮНЕСКО. Ну и по этому поводу мы встречаем очередного гостя нашей программы. Нияза Гафиатульна, директора Международной школы Казани. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Нияз Мансурович, вот насколько мы знаем, в России ассоциированных школ ЮНЕСКО больше, чем вообще в других странах мира. Их 369, а в Татарстане 13. Вот ваша школа претендует пополнить этот список. На каких главных принципах работает ваша школа? В первую очередь, здесь я отвечу двумя частями. Первое – это про школу и про ЮНЕСКО, и как мы соотносимся. Соответственно, наша школа, она является международной школой, и наша главная миссия, которую мы себе обозначили, это nurturing global citizens through meaningful education, то есть воспитание граждан мира
через образование, которое имеет смысл. И наша задача — это, как мы уже я сказал, это воспитание, граждане мира, и, соответственно, это люди, которые уважают чужие культуры, это люди, которые уважают окружающий мир, это люди образованные, воспитанные. И когда мы говорим о ценностях нашей школы, среди них тоже это целостность, то есть это, для себя мы определяем делать правильные вещи, даже тогда, когда никто не смотрит. Это уважение, и это совершенство или улучшать каждый раз себя. ЮНЕСКО, как вы уже только что сказали, это межкультурный диалог, это сохранение наследия, это уважение к различным расам, к различным национальностям и к различным культурам. Ну и как вы можете видеть из моего первая часть и вторая часть, они соотносятся, и поэтому наша школа, как на наш взгляд, она полностью соответствует принципам ЮНЕСКО и может на это претендовать. Давайте поподробнее расскажем, во-первых, о преподавательском составе, и, во-вторых, об учебной программе, потому что что-то мне подсказывает, что она отличается от привычной нам. Да, значит, во-первых, ЮНЕСКО само по себе не предъявляет требования к учебной программе, оно предъявляет требования к принципам, на которых строится учебная программа и, вообще говоря, образовательный процесс. Наша школа, в нашей школе работают учителя со всех стран мира, включая Россию, включая Татарстан. Неожиданно. Безусловно, да, то есть мы не только школа, которая себя изолировала, так скажем, от локального местонахождения за счет иностранцев. Нет, у нас работают и наши ребята, девчонки, учителя опытные. И также это Америка, это Британия, это Канада, это Южная Африка, это страны Азии, это Австралия, это Новая Зеландия. То есть, в принципе, мы не ставим... Преподаются предметы как-то? И все предметы у нас преподаются на иностранном языке. На самом деле, одно из преимуществ, если мы говорим в контексте ЮНЕСКО, да, это разнообразие культур, представленных в нашей школе. И здесь, в принципе, можно об этом уже не говорить, что нужно друг друга уважать, нужно друг друга любить или ценить. Или, например, в футболе сейчас... популярно, скажи нет расизму и так далее. А когда у тебя в школе работают и темнокожие, и представители других континентов, и других культур, об этом даже говорить не надо. Оно само по себе есть. Поэтому для нас это, безусловно, является одним из преимуществ. Его искусственно создавать не надо. Что касается учебной программы, то мы решили для себя, что учебная программа будет так называемой программой международного бакалавриата. В нее уже заложены принципы гуманизма, уважения, что точно так же коррелирует с основными принципами ЮНЕСКО. Какого возраста дети учатся? С 7 лет? Да, и как, наверное, туда попасть, в эту школу? У нас дети учатся с 3 лет, а дети учатся с 3 лет. Да, мы в этом году открыли дополнительные группы, так как преподавание на английском языке, учиться на английском языке сложно, и мы решили, что чем раньше мы начнем этому языку обучать, то, соответственно, тем будет лучше для всех. Поэтому с 3 лет, и самый старший класс сегодня, это у нас 10 класс. Как можно поступить? Прийти, пройти собеседование. Мы не школа для одаренных детей. Да, вот, может быть, что-то необычные какие-то навыки, я не знаю. Мы многопрофильная школа, мы смотрим, у нас есть устное собеседование, у нас есть проверка навыков английского языка, то есть тут не просто грамматика, да, это и разговорный английский, и письменный английский, и чтение и так далее, и математика, и плюс смотрим успеваемость в школе, и в совокупности принимаем решения. Какие-то необычные дополнительные предметы есть? Наверное, необычность, она не в дополнительных предметах, а наоборот. Например, у нас очень много времени уделяется междисциплинарным связям, и тогда как обычно мы привыкли, что физика, химия, биология преподаются отдельными предметами, или география, история, обществознание преподаются отдельными предметами, мы же за междисциплинарную связь, это один из принципов вот этой организации IB, которую я упоминал, и поэтому эти предметы, они преподаются интегрированно, как один предмет. То есть чем дети младше, тем более интегрированный мир они видят. Наша задача показать им, что знания, наша задача показать, как применить знания, которые они получили в школе в реальной жизни. То есть давайте попробуем сейчас смоделировать ситуацию. Урок истории для детей начальных классов. Мы рассказываем о том, как появлялась Вселенная, и тут же заодно мы захватываем и физику, и химию, и вот... Абсолютно астрономию. Верно. И астрономию, да. Абсолютно верно. Развитие континентов, движение континентов там же может быть. То есть это принцип как раз-таки показать, что все предметы друг с другом связаны, области друг с другом связаны, и заодно через это ребенок видит, как
знания, которые он получил, отражаются в реальном мире. И он видит, как прекрасен наш мир во всем его многообразии, в том числе и языковом. Спасибо большое, мы вам желаем удачи, оказаться в все-таки в этом списке списке. ассоциированных школ ЮНЕСКО. Ну и будем гордиться тем, что у нас есть вот такие Такая вот школа, школы да. 21 века. Удачи вам, Удачи. мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Прошу прощения, прямо сейчас. Но это Прямо тоже сейчас. Да, реклама, реклама будет чуть попозже. программ, Реклама да, будет чуть реклама попозже. Сейчас мы программ узнаем, на что на нашем ТНВ канале. сегодня интересного. Мадам, с вещами на выход. Ты кто такая? Ангина. Только от нее избавиться можно, от меня нельзя, понял? Пацаны, уведите эту заразу. Давай, иди. Маруся по прозвищу Ангина не привыкла сидеть сложа руки. Когда ее непутевый муж Васька попадает в серьезную переделку, она решает разобраться во всем сама. Неожиданный финал сериала «Я Ангина» смотрите сегодня в 9:00. Один из 12 апостолов Христа, следовавший за ним и предавший его имя стало нарицательным, а грех, совершенный им, навсегда ославил его имя. Иуда Искариот. Не от мира сего, сегодня на ТНВ. История, полная взлетов и падений, невероятных эмоций, преданных болельщиков и тяжелой работы с одной лишь целью – победить. В этом выпуске вы узнаете историю футбольного клуба «Рубин», о дне образования команды «Искра» в далеких 50-х и до наших дней. Видеоспорт смотрите сегодня на ТНВ. Вот недавно поговорили про иностранные языки, такое вот международное образование, но вместе с этим и не забываем о национальных традициях. Конкретно прямо сейчас поговорим о чаепитии. Крепкий черный чай с лимоном и сахаром любят у нас в стране. В Гонконге, например, пьют холодный чай со сгущенкой и добавляют в него кусочки льда. В состав традиционного тибетского чая, кроме листьев чая, входят очень необычные ингредиенты. Молоко, масло яка и соль. Представляешь? Вот Чай и соль. Ой, сложно представить мне. Во всем этом, во всей этой экзотике, главное не забывать, как принято пить чай у нас в Татарстане. С древности идет именно приготовление черного чая с всевозможными травами. Но травы в основном у нас идут в татарском чае. Это мята, душица. Вот у нас есть чайник, мы его предварительно обдали кипятком. Вот сам чай готовый. Значит, тут крупнолистовой чай черный и, значит, мята и душица. Так мы ее кладем. Также для вкуса можно добавить, предположим, чернослив. Ну, как бы куряга, чернослив, это в любом случае на татарском столе должно быть. Не то, что должно быть, но мы пьем чаи такие, чтобы дать какой-то свой вкус. Сейчас мы кипяточком из самовара зальем, в тепле подержим, чтобы заварилось. И будем заваривать, наливать в чашечки. При желании мы можем положить курягу в чай, чернослив. Мы просто попьем сегодня черный чай. Также мы пьем вот эшпишмак, Ну и тут надо, значит, говорю же, это с детства вот бабушки нас как-то давали сладкий чай, черный сладкий чай с молоком и треугольники эшпишмак. А если уже мясного так не хочется, пожалуйста, чак-чак. Это наша древняя, скажем, еда, сладость, которую Татарстан, татарские, вообще татары наши без чак-чака, в принципе, мы гостей не встречаем. Мед, бал-бля-май говорили. Вот мед и масло всегда на нашем столе было, есть и будет. Так, я думаю, что чай заварился. Тут 3-4 минуты. 4 минуты. Давайте посмотрим. Вот так вот. Видите, какой цвет красивый. Вот так. И мы еще дольем самовара кипяточку. Вот сейчас ягоды дадут свой аромат.
Но также добавим молоко, потому что все-таки татарский чай – это чай с молоком. Смотрите, цвет какой красивый. Можем мы с треугольником. А вот давайте, стоп, с треугольником. Все-таки я предпочитаю сахар всегда. Чай должен быть сладкий. Можно было мед, по желанию. Вот кто любит мед, можно и мед положить. Вот так вот мы размешали чай, сахар растворился. Берем треугольник. Эшпешмак из киткеш, еще только из печи вышел. Вот так вот мы его и будем пить с чаем. Всем приятного аппетита и хорошего чаепития. Ой, спасибо. А, как Ой, вкусно. спасибо. Сейчас коротенько про погоду. По прогнозам татарстанских синоптиков, сегодня нас ожидает комфортная, почти летняя погода, переменная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах республики возможен туман, ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью плюс 11, на западе до плюс 15, а максимальная температура воздуха днем до плюс 24. Но это ли не лето? Сейчас реклама небольшая. Вот теперь точно реклама, и потом продолжим. И снова здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Сегодня на красной дорожке на открытии 14-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино будет многолюдно. На церемонии ждут Ирину Алферову, Эммануила Виторгана, Марата Башарова, гостей из Голливуда и, конечно же, создателей фильмов, которые будут бороться за победу в нашем кинофестивале. 14-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино стартует в Казани уже сегодня. Звезды российского и мирового кинематографа торжественно пройдут по красной дорожке вечером. Но показ фильмов, конкурсных и внеконкурсных программ уже начался. А в 12 часов дня в гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера» пройдет встреча с народной артисткой России Ириной Алферовой. «Ривьера» – новая точка на карте Казанского фестиваля. Организаторы решили, что этот комплекс идеально подходит для проведения такого масштабного кинофорума. Здесь на достаточно компактной территории можно разместить именитых гостей, проводить лекции, творческие встречи, а количество кинозалов и уровень их технического оснащения позволяет достойно представить фильмы конкурсной и внеконкурсной программы. Программный директор фестиваля Сергей Лаврентьев отметил, что отбор фильмов проходил с января по июнь. Членам отборочной комиссии пришлось отсмотреть почти 1000 различных картин из 56 стран мира. Далеко не все присланные работы отличались хорошим качеством, поэтому труд отборщиков Лаврентьев сравнил с работой на вредном производстве. Тем не менее, результатом этой работы стали 65 фильмов, которые наиболее полно и разнообразно отображают жизнь мусульман в разных уголках мира. После церемонии открытия фестиваля в 9 часов вечера состоится показ фильма, открывающего этот фестиваль «Саякбай. Гомер 20 века. Производство Кыргызстана». Фильм уже получил награды фестиваля в Монте-Карло, Нью-Йорке и Лондоне. Фильм посвящен жизни и творчеству Саякбая Каралаева, величайшего сказителя эпоса «Манас». Это крупнейший киргизский эпос, который включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный в мире. По сюжету фильма в 1957 году к Саякбаю Каралаеву приезжает студент Московского литературного института, начинающий писатель Чингиз Айтматов. Кстати, роль Чингиза Айтматова в фильме сыграл его сын Эльдар Айтматов. Впервые за всю историю Казанского кинофестиваля его жюри возглавит женщина, известная туркменская актриса, народная артистка СССР Майя Гозель Аймедова. Всего в состав жюри вошли 12 человек из 11 стран. Татарские ленты вошли в основные номинации «Игровой фильм» и «Россия молодая». Ну и, конечно же, только из картин местного производства полностью состоит номинация «Национальный конкурс». Кинотеатр «Мир» остался неизменной площадкой показа фильмов так называемой параллельной программы. Она включает в себя в этом году ретроспективу экранизации произведений Чингиза Айтматова, 90 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Дни кино стран Дальнего Востока, презентацию фестивалей восточного кино и многое-многое другое. Традиционным осталось и место церемонии открытия фестиваля и предшествующей ей красной дорожки. Это культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». Уже в 5 часов вечера по красной дорожке здесь пройдут Ирина Алферова, Эммануил Виторган, Марат Башаров, кинематографисты из разных стран мира. Впервые фестиваль посетит делегация из Голливуда. В ее составе сын знаменитого режиссера Оливера Стоуна Шон Стоун, который, кстати, не так давно принял ислам. Церемонию открытия смотрите в среду на нашем телеканале.
Итак, кинофестиваль в Казани стартует сегодня. Подробности некоторых конкурсных программ узнаем у нашей утренней гости из Кыргызстана Асоль Молдокматовой, актрисы, телеведущей, вице-президента Фонда Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова. Здравствуйте, доброе утро, добро пожаловать. Доброе утро, хайрли эрте, кадырлы дослар. О, Вот отлично. Это отлично. по-нашему. Да, да. Асоль, расскажите, пожалуйста, значит, Кыргызстан будет презентовать несколько фильмов. Что это за проекты? Что интересно там будет? В 3 часа стартует ретроспектива фильмов Чингиза Айтматова, которые сняты по произведениям великого писателя. А вечером главным фильмом фестиваля заявлен фильм Эрнеста Абдыджапарова «Саякбай». В Кыргызстане Саякбай – сказитель, который сравним с всевозможными легендами. Это уникальная личность в истории нашего народа, который был и соприкасался с творчеством Чингиза Айтматова, давал ему напутствие. И в этом фильме снимался младший сын Чингиза Турикуловича, Эльдар Айтматов. Он возглавляет фонд Чингиза Айтматова. Фильм интересный, многослойный, неоднозначный. Сам режиссер Эрнест Абдыджапаров, который будет членом жюри, мой славный друг, с которым мы встречались и на киноплощадке, я также снималась у него. И сам фильм воспринимается во всех странах очень душевно и тепло. В ретроспективе будет показ фильма «Материнское поле». Вы знаете, что это одно из самых известных произведений после «Плахи», «Белого парохода». По сути, если для России Пушкин – это все, то для нас, конечно, Чингиз Айтматов – это все. Вот уже 40-е мероприятие проходит по всему миру. Я только позавчера вела мероприятие в Анталии совместно с правительством Турции и сообществом женщин Кыргызстана. Мне льстит, как соотечественнице Чингиза Турикуловича. Чингиз Турикулович учился с моим отцом в литературном институте Горького. И когда мой папа, первый журналист Киргизской ССР, ушел из жизни после возвращения, Чингиз Турикулович собрал членов Союза писателей 1000 рублей. Тогда это были колоссальные, огромные средства. На эти средства можно было бы приобрести автомобиль новый. И таким образом моя семья продержалась. И вот эту благодарность... То есть у вас еще личные отношения, да, есть Конечно. непосредственно. Эту благодарность я пронесла сквозь всю жизнь. Моим сыновьям уже 22 года, младшему 16 лет. И я, в свою очередь, конечно, и прививаю эту любовь и своим детям. Своих братишек я назвала Чингиз и Ильгиз, как зовут брата Чингиза Турикуловича Ильгиз Турикулович. Это уникальная история, которая пронизана прежде всего самыми теплыми эмоциями. И сегодня со сцены я буду декламировать «Плач по Чингизу», ода, которая была написана профессором Александром Кацевым. Путешествуя по миру, я вижу, как преклоняются многие читатели, как они говорят о том, что Кыргызстан для них прежде всего сравним с Чингизом Айтматовым и с Иссык-Кулем. Вчера с представителями правительства России на Иссык-Куле после прилета, спустя 2 часа, мы открыли памятник, скульптурную монументальную композицию под названием «Прощай, Гульсары». И я очень рада, что и в Турции установлен памятник. В ноябре месяце будет открыт парк имени Чингиза Айтматова, установлен бюст, а также будет стартовать и будет заложен фундамент под огромную библиотеку имени Айтматова. Фильм «Саякбай», уже его затронули по касательной, но, если я не ошибаюсь, полное название фильма «Саякбай. Гомер 20 века». Да, в его сказаниях было очень много предсказаний. Вы наверняка слышали, что эпос Манас и сказителями эпоса – это люди, до которых дотронулась природа и сам Всевышний. Это люди, которые впадают в экстаз, и они начинают в течение 2, 3, 5, а то и суток говорить и декламировать эпос Манас. Это уникальное искусство, которое, по сути, еще не разгадано многими, кто пытался трактовать и давать описание эпосу Манас. Я уверена, что и вы, посещая и видя с огромного экрана этот фильм, будете прежде всего благодарны создателям, потому как любое сказание связано с предречением, когда человек может
предрекать будущее, говорить о событиях, которые предстоят. У режиссера, вот сам режиссер Эрнест Абдыджапаров обычно говорит, что его творчество делится на два периода. До Саякбая и сам фильм Саякбая. Ну вот про предсказания и актуальность спустя долгие годы. Чингиза Айтматова уже 10 лет нет с нами. Как вы думаете, почему его произведения до сих пор актуальны, интересны и популярны? Недавно я выступала в университете имени Гейдара Алиева на научной конференции, где собрались все умы нашей современности с Академией наук России и со всех стран. И один из депутатов Милли Меджлиса Азербайджана произнес замечательную фразу, что Айтматов – художник человеческих душ. Благодаря его произведениям, его героям мы становимся чище, добрее, светлее. Вечные ценности. Это вечная мораль, вечные духовные ценности. Вы посмотрите, как настолько тонко он передавал все ощущения о людях гор, о народе гор. Его нет, а 10 лет мы тянемся к тому, чтобы еще раз перечесть эти строки, произведения, вникнуть и стать намного добрее, намного светлее, чем мы есть сегодня. И меня удивила и поразила история студента, который рассказал в Челябинске свою историю. В Шри-Ланке снимался фильм «Первый учитель» в 2016 году. Это уникальная история, и он говорит, что перед свадьбой они делают друг другу подарок. Фильм «Первый учитель» и книгу Чингиза Айтматова. Это считается традицией. Вы представляете, по сути, это сродни, наверное, той легенде, потому как традиции складываются годами, веками, десятилетиями. И для меня это было открытие своеобразное. Традиции. Ну, надеемся, что фестиваль мусульманского кино — это тоже уже добрая традиция, которая будет продолжать и будет продолжать нас знакомить с такими интересными людьми и произведениями. Спасибо большое, Ассоль. Желаем удачи. Ну и надеемся, что удастся нам посмотреть Спасибо фильмы. большое. У Чингиза Айтматова есть замечательная фраза: «Каждый день необходимо быть человеком». Я уверена, что нам с вами это удается. Будем следовать, да. Итак, сегодня у нас стартует фестиваль мусульманского кино, но кроме этого в Казани происходит много всего интересного. Сейчас узнаем подробности. Да, сенсация, кстати. Сенсация? 5 лет. Мы ждали этого 5 лет. В Казань едет Стинг в рамках совместного тура 44 на 876. Стинг и Шеги дадут концерт на сцене Татнефть-арены 7 ноября. Поклонников ждет двухчасовое невероятно динамическое шоу. Музыканты представят в России песни с нового альбома, а также исполнят любимые всеми хиты. Итак, Казань, встречай 7 ноября. Татнефть-арена, Стинг и Шеги. Билеты в продаже с 5 сентября на kassir.ru. Ну и культурные мероприятия, которые вы можете посетить в городе сегодня. В Казани продолжается выставка «Царские дары», шедевры ювелирного искусства из собраний Государственного Эрмитажа. Экспозиция включает 25 редких и ценных в художественном отношении произведений искусства, вышедших из рук лучших ювелиров Европы и России 17-19 веков. Парадное оружие, каминные часы, драгоценности, табакерки – все то, что преподносили августейшим особам на протяжении 3 столетий. Одни предметы были изготовлены по заказам членов царской фамилии, другие получены в качестве дипломатических даров. Сегодня в Казани известная казанская тревел-блогер и мама 2 детей Рената Смирнова проведет мастер-класс на тему «Как впустить в свою жизнь невероятные путешествия». Те, кто видит в путешествиях вызов привычному комфорту и не боится пуститься в неизведанное при минимуме финансов и открыть для новых знакомств и неожиданных встреч, смогут извлечь максимум полезной информации из этой встречи. Особенно интересной эта лекция сможет оказаться для молодых мам. Детям Ренаты нет и 5 лет, однако географии их поездок может позавидовать и опытный путешественник. Как это возможно, узнают те, кто придет на этот бесплатный мастер-класс. По вторникам в мастерской братьев Васильевых встречаются поклонники игры Го. Она пришла к нам из Китая, и по разным данным ей от 2500 до 4000 лет. Несмотря на очень простые правила, эта игра считается самой сложной в мире. Вариантов ходов здесь в сотни раз больше, чем в шахматах. Считается, что Го развивает оба полушария, повышает интеллект, внимание и усидчивость. Она признана лучшей игрой для предпринимателей и бизнесменов.
Ну и пришло время завершить гороскоп для оставшихся 6 знаков зодиака. Мы о вас не забыли. Весы, сегодня вам представится прекрасная возможность проявить свои способности и таланты. Не пытайтесь идти на уступки в спорных вопросах. Вы невероятно красноречивы, поэтому для вас не составит никакого труда убедить окружающих в правильности своего мнения. Скорпионы, люди ценят ваше мнение и ваши убеждения, так что не подведите их. Примите активное участие в развитии какого-то бизнеса, даже если он не ваш. И помогите, к примеру, вашему товарищу выйти на новый уровень, а заодно придумайте новый креативный способ привлечения клиентов. Стрельцы, сегодня есть большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на вас свои дела или даже сделать крайними в каких-то вопросах. Изменить такое положение дел можно, только если будете жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные. Сегодня ситуация потребует от козерогов взять инициативу в свои руки, даже если обычно это вам не свойственно. Вы ощутите в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят пальму первенства. Водолеям следует быть аккуратнее с деньгами, неважно, ваш собственный это кошелек или нет. День склоняет к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. Но это значит, что следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними. Замечательный день для всех рыб, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду. Звезды гороскопа предоставляют шанс получить прибыль даже там, где она вас и не ожидала. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Итак, это все, что мы успели рассказать вам сегодня, и вот что вас ждет завтра. Международный фестиваль мусульманского кино. Церемония открытия состоялась в Казани. Приятного аппетита! Готовим кукурузу на гриле по-мексикански. В стиле «Что такое фейсбилдинг?» Так, это и многое другое завтра в 8:10 на ТНВ. Утренняя программа «Здравствуйте». На сегодня день с вами начинали Светлана Звонарева. Влад Портнов. Увидимся завтра на том же месте в это же время. Хорошего продолжения дня. Пока-пока. Удачи.